Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Много кто мне посоветовал посмотреть этот видеоролик «Русский мир для казахов». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья, перед просмотром. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите различные ролики. Смотрим, друзья. Этот ролик я советую посмотреть казахам, которые любят своих братьев-россиян. А в 1933 году сослали в Оренбург. Да, тот самый Оренбург, который до 6 июля 1925 года был столицей Казахстана, Киргизская Россияне, а вы знали, что до 25 года Оренбург был столицей Казахстана? Вы об этом знаете? Даже еще 100 лет не прошло, как он был столицей Казахстана. Вы живете на чужой земле, россияне. А знаете, что нужно делать людям, которые живут на чужой земле? Надо учить язык казахский. Чукина был передан в состав России. Виктор Серж, автор множества романов и поэм, отсидев в ссылке 3 года на бывшей казахской земле, в 1936 году смог покинуть СССР, что, возможно, спасло впоследствии его жизнь. 25 года он был столицей независимой республики казахов или киргизов, среднеазиатского кочевого народа тюркского происхождения, мусульман-суннитов, до сих пор разделенного на 3 большие орды. Затем Казахстан стал одной из 11 федеративных республик СССР, и столица была перенесена в Алма-Ату. При старом порядке Оренбург, торговый центр богатых скотом степей, был богатым городом. В июне 1933-го, когда прибыли мы, здесь царили неописуемый голод, упадок и разруха. Растительности почти никакой, зато на другом берегу Урала свежий, серебрящийся листвой лес, невысокие пригожие деревенские домики. По улицам печально несли поклажу большие отощавшие верблюда. Оренбург наполнялся молодыми, хорошо одетыми, сытыми мужчинами. Сытые мужчины, сытые женщины – это были не казахи. Казахов выкидывали как мертвых. Они голодали, они умирали от голода, привозили летчиков, жен этих летчиков, и они пировали на ваших смертях. В ближних степях многочисленные аэродромы, новенькие краснокирпичные здания заняла авиашкола. На улице в глаза бросались молодые, одетые в яркие шелка полнощекие женщины, жены авиаторов. Советская торговля умирала. В магазинах невозможно было найти ни мануфактуры, ни бумаги, ни обуви, ни съестного. Затов, присев на корточки, отправляла надобности в отхожем месте, и я видел, что многие из них испражняются кровью. Заплата на заплате, и во всей этой сутолоке стройные юные девы, чьи правильные профили напоминали совершенную красоту то ли древнеизраильских, то ли персидских царевин. В развалинах церквей, на заброшенных папертях, на краю степи, в предгорьях Урала видели мы лежавшие в повалку, медленно умиравшие от голода семьи казахов. Как-то вечером на опустевшем рынке я подобрал сгорающего в лихорадке ребенка, он стонал, а люди обходили его, опасаясь заразиться. Я понял, что он просто голоден, и отвел малыша в милицию, держа за тонкую, пожираемую внутренним огнем ручку. Стакан воды и кусок хлеба. Все, что у меня нашлось, произвели мгновенное чудо. «Что вы предлагаете нам с этим делать?» – спросили у меня в милиции. «Отправьте его в детдом». Да они от таких отказываются, потому что сами подыхают с голода. Мимо лежавших на солнцепёке, на пустырях то ли живых, то ли мертвых казахов народ проходил, не глядя, что жалкая торопливая беднота, что чиновники, военные и их буржуазного вида дамы, короче, те, кого мы называли 8% довольных жизнью. Как-то моей жене довелось наблюдать. Не успела хозяйка купить фунт масла за 15 рублей, 3-дневная зарплата квалифицированного рабочего, как какой-то азиат выхватил его у нее из рук и был таков. Погоня была недолгой, но, сжавшись на земле в комок, пока его сверху тузили кулаками и камнями, масло он съел. Там его и бросили окровавленного, но сытого. Впрочем, город поддерживался в порядке. 3 кинотеатра, каждое лето один, и неплохой. Театр с гастролями, эстрады в саду тополя. Обратили внимание... Видите, россияне, какая дикая разграненность. Люди, которые за кусок масла готовы быть избиты в кровь камнями. И вот эти вот кинотеатры, летчики, толстощекие жены. Вы же не можете этого не понимать. Это же многострадальный народ Украины и многострадальный народ Казахстана.
И вы вот эти вот сытые мрази, которые сосете народы. Город Оренбург поддерживали в порядке, его наполняли молодые сытые мужчины, авиаторы и хорошо одетые в шелка женщины, и на всем этом фоне медленно умирающие казахи. Даже сильных контрреволюционеров, от лица которого написана эта книга, советская власть снабжала карточками на хлеб, а дети казахов в повалку лежали на рынке Оренбурга и умирали. Вот вам лицо Советского Союза. И это еще не все, что мы знаем. Торксин – государственная организация в СССР, существовавшая с 1930 по 1936 года. Знаете, чем занималась эта организация? В каждой семье, в том числе и у казахов, из поколения в поколение передавались семейные реликвии, украшения, материальные ценности в виде ювелирных изделий. Так вот, Торксин – это был насос по высасыванию накопленных материальных семейных ценностей в добровольно-принудительном порядке. Советская власть, умышленно устроив голод в казахских степях, стала торговать едой за золото, серебро, ювелирные изделия. Представляете, заставляла людей отдавать золото, и за это надавала какую-то еду. Вот вы это проходите в школах? Казахи, вы проходите это в школах? Россияне? Там надо было золотом, серебром или иностранной валютой. Я видел казахов и русских мужиков, приносивших к заветному прилавку старинные персидские маниста, оклады икон чеканного серебра, и за эти произведения искусства, редкие монеты, купленные на вес, с ними расплачивались мукой, ситцем, кожей. На картинке Абдулла Жанзаков, как вы уже догадались, казахский герой Советского Союза. Абдулла Жанзаков родился в 1918 году в селе Акраб, ныне Хобдинский район Актюбинской области Казахстана. Казах получил начальное образование, после чего работал в совхозе. В 1940 году Жанзаков был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Тот, кто читает сообщество канала на регулярной основе, а в нем уже описано свыше 800 исторических поста, догадался, по какому шаблону описаны все биографии героев СССР. Казах родился и сразу пошел на войну. Ни слова о его детстве. Казах родился и сразу пошел на войну. Ни слова о его детстве. Потом будет сказано, что сирота, его родители расстреляны. Друзья, Всем ну вот, привет. Вот это, честно, я смотрел Я советую посмотреть. глазами истории ролик, я так понял, с глазами истории канала ролик. Женщине очень большой рахмет за то переживание и то сострадание и поддержку украинского народа и казахского народа. И глазами истории очень хороший канал, который показывает настоящую правдивую историю, которую мы в школе 100% не учили с вами. И, друзья, честно смотришь, и с каждым вот такими роликами все больше и больше ненависти, вы понимаете, к кому. Потому что где не ступает нога русского человека, происходит просто... Вы поняли, что происходит. Это уже надоело, наверное, всем. И только могут люди слепые закрывать на это все глаза и говорить, русские правильно делают, потому что у нас сидят фашисты. Друзья, самые отзывчивые, самые добрые народы, Украина, Казахстан, где они фашистов здесь увидели, никто не понимает и не знает до сих пор. А вот что сходили, да, щеки обвисшие у жен, зажратые, не обращали внимания даже на маленьких детей, которые с голода умирали. Это понятно, о ком идет речь, друзья. Не изменить этот народ, и как ни крути, его не изменить, друзья. Обязательно в комментариях напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу, друзья. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Алга Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.